Салам алейкум. Доброе утро, уважаемые подписчики и слушатели моего канала. Сегодня у нас будет разговор о великанах и о древних цивилизациях, которые оставили очень много артефактов, будоражащие умы ученых, геологов, археологов, историков и так далее. Но к чему не всякого сомнения стоит в первых рядах, где присутствуют эти артефакты. Безусловно, те находки, что мы находим в Чечне, часть этой великой цивилизации, а что часть Атлантиды, у меня нет сомнения. Но, как всегда, предполагая, а не утверждая свою гипотезу, я называю этот город, который я вам постоянно говорю, Анной. В этих местах горной Чечни, где эпицентр этого предполагаемого города, есть село под названием Анна. С южной стороны, на территории Дагестана, есть нация андийцы. Далее аул Ансалта. Но, как мне в первый раз житель Шихры Япон под именем Япон назвал этот город по-другому. Он говорит: Ана Салда. Не ты, а да. Это явно нахские произношения. И старожилы края говорят, что эти аулы, бывшие нахские аулы, в любом случае язык ныне проживающих там в этих аулах, вот андийцы, аварцы, даргинцы говорят на нахско-дагестанском языках. То есть сегодняшние ученые, лингвисты Дагестана, я не говорю других, признают и пишут нахско-дагестанские языки, понимаете? Вот это ветвь нахско-дагестанская. Раньше оно не называлось нахско-дагестанское. Как хотели, так и называли. Нахско, абхазо-нахско, нахско-абхазское, адыгское, как только не называли. А мы, то есть мои друзья, мои учителя, мы всегда утверждали, что это ветвь нахско-дагестанская. И сегодня ученые Дагестана, лингвисты, пишут в своих книгах, и в музее я вам показывал несколько раз, пишут, что ветвь это называется нахско-дагестанская. То есть это говорит о том, что эти места нахские места. Исходя от этих совпадений, я назвал этот год нартов, то есть великанов, Анны. Естественно, это имеет генетическую связь с анунаками. Точнее говоря, это не анунаки, а анунахи. Понимаете, небесные люди. Анунахи. Анна – это небесные, нахи – люди. Анунаки, как всегда, какую-то одну букву добавить или убавить и портить название. Это анунахи. Вот. То есть переводится это небесные люди. Ну, богами их называли раньше, богами называли. Так и описывают в древних источниках. Я считаю, что эта цивилизация была послепотопная. Я имею в виду после Ноевского, всемирного потопа. Когда мне перечат, я всегда ставлю вопрос. А скажите мне, пожалуйста, какого роста был Ной и те люди, которые с ними сошлись с ковчега после всемирного потопа? Конечно, некоторые такие богословы, как Куруев и другие, мне отвечают на мои вопросы. И я очень доволен этими ответами их, понимаете? И эта цивилизация, по-моему, была во всем мире. И общее название этой цивилизации – Атлантида. И это, я считаю, что вот эта Анна есть столица этой Атлантиды, понимаете? Центром этой Атлантиды все-таки
было вот именно Кавказ. То есть Чечня, и дальше, значит, Нахичеван, дальше, значит, Краснодарский край до Анапы и так далее. Несомненно, у меня в голове всегда, вот когда я говорю об этом, высказывание великого имама Оля Аташухаджи, который так и говорит, что его страна, Шебеш Юбахсу, от Дербента до Анапы. И третья точка Ассы. Анапа, тоже мы сегодня его называем Анапа, а если так подойти, Анна и, то есть конец той города Анну. А точки Аса не будем пока говорить, это другая тема, потом как-нибудь поговорим об этом. Есть такой ролик в Ютубе, если кому интересно, посмотрите его, пожалуйста, он очень интересно пытается именно поднять эту тему следы древних цивилизаций. Древняя тяжелая техника, вот так он еще назвал это. Вот присутствие этой цивилизации явно видно, что там и технологии были совершенные, понимаете, крутые. В этом ролике автор пытается довести до нас именно то, о чем я говорю. И вот я выставляю вам, допустим, вот я на экране держу, вот видите, вот это вбутой мозг. Рядом посмотрите, вот дерево, посмотрите какое. Я измерял, вот здесь вот даже взял анализы, я пока не буду говорить, что мне анализы показали, а у меня они есть. Это, посмотрите явно, как это стоит на постаменте. Это не какая-нибудь ракушка, это элемент чего-то, которое вращалось, понимаете? Это очень интересно. У меня будет отдельные несколько десятков роликов про эту вещь. А это находится в Бутой мозг. И она не одна. Когда я провел там несколько дней, несколько походов, я нашел минимум 3 таких штук. И они в разных местах. Я вам потом покажу это все, ребята. Это Бутой мозг. А это я всегда вам показываю. Вот этот штандарт нахский, сделанный во время Кавказского халифата. Чисто нахский штандарт Нохчи Баир Кишан. Ташохаджи его сделал, изготовлено в селе Энганой, и постоянно его носил с собой Бешто и другие воины халифата. А вот этот петроглиф, это, если я не ошибаюсь, может я ошибаюсь, в Харкове я сделал эту фотографию. Посмотрите на этого человека, внимательно посмотрите, я его часто вам показываю. Великан. И рядом 2 маленьких человечка. Очень похоже, правда, на рисунки, вот где фараонов рисуют. Там тоже раньше люди думали, там, в наши времена, я имею в виду 70-е, 80-е годы, когда мы учились и изучали науку, говорили, ну, просто большой рисунок и так далее и тому подобное. А сегодня говорят, нет, великаны жили рядом с маленькими людьми, они жили совместно. И вот эти вот рисунки, вот кусочек здесь вы видите, что он не мог доделать его, дело в том, что автор тут закрыл какую-то мысль. Посмотрите вот на этот рисунок. Здесь цельный, а здесь нет. Один мне говорит, значит, а он просто, наверное, не успел дорисовать, как вот здесь форму сделал, он хотел дорисовать, не получилось. Нет, я не считаю это. А что, здесь тоже он хотел эти самые знаки сделать? Не успел, что за ними гнались, что ли? Нет, ребята. Нет, это каждая вещь имеет свой смысл. И посмотрите именно на это место. Это не женщина стоит. Не женщина. Я
уважаемые подписчики, те, которые со мной выходят на связь, комментируют там так далее, дискутируем, мы проводим очень интересную работу в этом плане. Я даже сейчас что хочу сделать, я хочу сделать такой, как буклетик, альбомчик ваших высказываний, которые мне нравятся, выуживаю их оттуда вот. Так что комментируйте, ребята. Кто это? Кто это? И кто эти такие два человечка? Это, конечно, мой ковчег города примерный, шестиугольник, треугольник Сирпинского. Это Хой, ребята, кусочек один я вам показываю, второй тоже часто я вам показываю. Вот и те рисунки, которые, значит, без звука пойдут, я не совсем умею еще там накладывать звук там и так далее. Ну, нет у меня компьютера, нет и других нужных, как говорится, инструментов нет у меня пока. Я все это делаю одним телефоном, и это вы все, наверное, видите. Ну ничего, появятся деньги, купим, все будет, и ролики будут грамотные и так далее. А пока, извините меня за мой колхоз, ну, из-за того, что я хочу общаться с вами часто, я вот выхожу на связь. Ну вот, в принципе, и те места, которые я выкладываю в рисунке, тоже примерно, что в Индии нашли, что в Баалбеке и в других местах. Ну, это пока, значит, на этом остановимся, а потом продолжим. Пишите комментарии, как говорится, ребята. Вот. Если вам не трудно, подписывайтесь. Действительно, как говорит Асламбек, ваша подписка нам помогает. Ну, до свидания.